В зале смешанных единоборств сегодня все внимание приковано к непобежденному бойцу Мовсару Евлоеву, выступающему в полулегкой весовой категории в самом популярном в мире промоушене. Боец UFC в спортклубе Ink Fighter проводит мастер-класс для новичков и основного состава. Начинается программа тренировок, как всегда, с зарядки для разогрева, затем растяжки. А это упражнение, как делится Мовсар Евлоев, необходимо для освобождения забитых мышц рук после длительных спаррингов. Далее надевают щитки, лапы, перчатки и становятся в стойку. Мы делаем защищаться. Бархеш соперника, Масхан бархеш. А то аж физе отработка, что аж привыкнет, да и доверься. Халку душам потом бархеш. О, аж. Издату ума бьешь, да. Все, а ты защищаешься, угу защитил. Халути язычам, бросок уже язычам. Смешанные единоборства – целый мир со своими нюансами и хитростями. Мовсар на деле показывает несколько приемов, используемых в стойке, чтобы и урон нанести сопернику, и самому уберечься от встречного удара. Проходишь холчик, всегда помните, проход никогда в жизни голова внутри милыш. Едешь ярче, дух не сбуабуаш, ложь защищаться для уловч. И опасно есть наткнуться ли. Любой удар и хочу. Цубашей, коп би масхан. Яри из линицын. Целине арах лиз. Выхода шей чудок чем. Устойкер поддерживали. Устойкер поддерживали. То же самое. Устчевили. Защитники среагируют. Саха яйцын. Понятно. А дух хавяет. Конечно, ты уже в процессе, а где ж захила чем. Начал глаз. Но среагирует, где хвалой, тем более стенка их и холч. Стойка защиты оставить. Конечно, такие мастер-классы придают больше тонуса тренировкам спортсменов. Плюс мотивация видеть на экране звезду известнейшего в мире промоушена. Одно дело, другое – тренироваться с ним в одном зале. Да, я помню, когда я был в их возрасте, когда мы только начинали, когда мы видели там чемпионов или бойцов, даже просто профессиональных бойцов, М1, ACB, других организаций, о бойцах UFC нам и мечтать не приходилось. Но для нас это, конечно, была мотивация. Когда такого уровня спортсмен тренируется с тобой в одно и то же время, в парах или рядом, ты на него смотришь, ты понимаешь, что это такой же человек, как и ты, который когда-то тоже начал ни с чего. И, в принципе, это тебе дает лишний раз уверенность, да, в то, что ты тоже можешь этого достичь. А даже, может быть, даже переплюнуть тот результат, которого достиг боец, конкретно. Профессиональный боец UFC Мовсар Евлоев рассказал и о планах на ближайшее будущее. Следующий бой Евлоева запланирован на 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе против Алджемейна Стерлинга. Изначально бой должен был пройти 5 октября в Солт-Лейк-Сити, США. Однако Стерлинг получил травму. На следующей неделе вылечу на свою базу для подготовки к данному бою. И посмотрим, после победы поделюсь с вами дальнейшими планами. А так, пока не хотелось бы заглядывать за спину соперника. Цель победить Алджемейна Стерлинга. Дальше будет видно. И важно учитывать, что Мовсар Евлоев тренируется в одном из лучших залов смешанных единоборств в мире, в American Top Team, где сборы проводят лучшие бойцы, чемпионы различных организаций, легенды этого спорта. И опыт, и навыки нашего земляка для подрастающих спортсменов на таких встречах становятся лучшей тренировкой. К огромной радости для всех ребят, для нас всех, Мовсар оказался дома и решил уделить внимание нашим ребятам, поделиться своим опытом. У него огромный багаж опыта, с него можно брать пример, с него нужно брать пример. Человек, топовый боец UFC, один из претендентов на пояс. По моему мнению, человек, который давно должен был стать чемпионом данной организации. Сегодня Мовсар присутствует в нашем зале, и мы все видим, сколько ребят пришло на тренировку, сколько ребят пришли просто посмотреть. Думаю, мы будем чаще проводить такие мастер-классы. Мовсар всегда открыт, всегда готов помочь, поддержать.
Так что я думаю, мы на этом не остановимся. А ребят в зале действительно много. Задействовать всех желающих на тренировке, конечно, не получилось. Зал маленький, так что пока основной состав обогащает навыки практически. Младшие группы перенимают опыт даже просто наблюдая со стороны. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.